8 часов и 49 минут в столице. Программа «Салям» продолжается. И мы продолжаем ожидать с большим нетерпением начала Паралимпийских игр 2021 года. И обсудить эту тему мы пригласили сегодня звездного гостя, по-другому не хочется даже говорить. В студии вице-президент Паралимпийского комитета России, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, ну и депутат Государственной Думы Российской Федерации Римма Альбертиновна Баталова. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Действительно, утро очень доброе. Очень ждем мы начала Паралимпийских игр. Представляю, с каким нетерпением ждете этого момента вы и вся ваша команда. Понятно, что это мало, вот даже сложно сказать непростые, это, наверное, не то слово, да, игры, к которым готовятся уже очень много дней и весь состав, и спортсмены. Как вы думаете, вот эти отмены, эти переносы очень сильно повлияли на наших спортсменов? Или мы все-таки соберемся и покажем результат? Ну, наверное, все-таки мы возьмем пример с Олимпийских игр. Все-таки такое выступление наше, громкое выступление, да, терпеливое, скажем, выступление. Это слово, наверное, именно подходит нашей команде. Такое отношение со всех сторон, когда нас давят, а мы же русские, мы, знаете, нас бьют, а мы крепчаем, да, из этой серии. Действительно, игры, конечно, очень тяжелые. И было для олимпийцев, и, конечно же, и наших ребят это ожидает. Наши ребята уже завтра будут выезжать, они уже улетают завтра, послезавтра, 2 дня. И 24-го уже, значит, будет открытие Паралимпийских игр. А вообще деревня открылась вчера, паралимпийская деревня в Токио открылась вчера. А есть уже какие-то данные, что там вот в этой олимпийской происходит деревне? Уже какие-то моменты заметили, уже что-то поправили? Ну, знаете, рабочая группа давно уже вылетела, и, конечно же, они над этим всем работают, и они будут встречать наших ребят, помогут пройти всю ту процедуру, которую проходят все, кто приезжает, прибывшие, прилетевшие, да, там же надо, уже как ты пришел, уже все надо оформлять, значит, ПЦР сдавать. А вообще, конечно, очень тяжело, наверное, прошли. И наши ребята об этом говорят, олимпийцы. Это каждый день ты сдаешь ПЦР, каждый день измеряешь температуру, каждый день это ты заполняешь и передаешь. Но мы к этому готовы. Мы это знали, и в принципе каждый человек, когда ты куда-то идешь, и какая-то у тебя цель, и ты это уже не замечаешь. Хотя это очень давит на человека, но как раз выигрывает тот, кто сильный, да, наверное, в терпении, сильный. Поэтому я, конечно, понимаю ребят, и нашим ребятам, как никому, это вот так важно выступить, показать свой результат. Почему скажу? Потому что наши ребята ждали этой Олимпиады 9 лет. Мы же не выступали в 2016 году. 9 лет. 9 лет Ужас они какой. шли к этому. И, конечно, самый важный старт для каждого спортсмена – это Олимпийские и Паралимпийские игры, где ты можешь реализовать себя, где ты можешь показать себя, и где ты, знаешь, вот как, либо ты стоишь на пьедестале, неважно, а наши ребята, они все на пьедестале, потому что все они тренируются, все они выходят на старт через «не могу». Не то, что не могу, я не хочу, а через не могу, через боли. Поэтому для них, конечно, это самый важный старт. И я хочу нашим ребятам пожелать терпения. Нашим ребятам хочу пожелать, чтобы победы над собой у них у всех было на пьедестале, это видно. Ой, у меня аж мурашки побежали. Действительно, ну, я представляю, ведь это кульминационный момент для многих ребят, и очень радостно, что как минимум 12 человек, 14 с командой сопровождения из Башкортостана там, в Токио, будут представлять нашу страну. Давайте про них подробнее поговорим. Ну, Вы же наша всех знаете в лицо. Конечно, наша команда поехала в таком вот составе. Я бы сказала, знаете, наверное, небольшая команда для нашей республики. Мы всегда составляли очень большую часть команды России. Но, наверное, все-таки, опять же, пандемия все-таки, наверное, помешала многим спортсменам продолжить соревнования.
не могли выступить и получить, значит, путевки на эти соревнования, потому что их мало было, международные соревнования. Поэтому, конечно же, вот особенно болит душа для, значит, для меня, как для спортсмена-легкоатлета, конечно, что вот у нас представлять будут нашу республику всего лишь 2 спортсменки. 2 спортсменки. Даже мальчишки не поехали. Да, мужчины что-то у нас в команду не попали. И вот, конечно, это немножко, наверное, вот... Есть над чем работать, да? Есть над чем работать. А вы знаете, мне кажется, вся проблема вообще сегодня по всей России – это нехватка тренеров. Вот эта нехватка тренеров, конечно, она вот нам дает вот такой результат. Все-таки тренера наши тоже не молодеют, а вот молодых тренеров все-таки мы пока не видим. То есть тенденции такие, что молодые тренеры не идут в профессиональный спорт по каким-то причинам, да? Профессиональную работу, наверное, да. Но причин тут много, наверное, все-таки. Мы над этим работаем, мы говорили об этом и вчера, мы говорим об этом и уже что надо сделать. И, в принципе, наверное, все-таки эта тенденция уйдет, и новые ребята придут к нам и будут готовить наших ребят. И пополнять сборную России. На Вы знаете, вот, паралимпийских например, как я могу сказать, все-таки вот когда твой ученик достигает таких успехов, и это успех твой, что ты в этой жизни сделал, что в этой жизни ты дал вот ребятам путевку в жизнь. Поэтому это так важно для и наших тренеров, прежде всего. Ведь прежде всего зависит от тренера, как ты пойдешь, куда ты пойдешь и какие у тебя будут успехи. У нас остается не очень много времени, и поэтому хочется коротко обсудить вчерашнюю церемонию открытия чемпионата мира по борьбе у нас здесь в Башкортостане. Я знаю, что вы тоже там были, своими глазами видели то, что наши телезрители посмотрели по телевизору в прямом эфире. Как это было? Ну, во-первых, хочу сказать и поздравить всех наших жителей республики. Все-таки у нас республика – это спортивная республика. Да. Недавно только вот 14-го, значит, был день физкультурника, где мы, знаете, вот самый такой вот долгожданный тоже подарок был для наших спортивных школ, где 6 автобусов мы передали, значит, спортивным школам. Десшор, там, это передавали мы районам. Это нужный подарок. Это вот, ну, у нас республика, действительно, говорю, вот такая она спортивная. И, значит, когда от рук главы получают ключи наши, значит, главы, и это спортивным школам, но это вот долгожданный подарок, действительно. И так вот я вечером выхожу, смотрю, выходила вот на набережную, была в Сипайлово на Кашкадане. Вы знаете, все-таки наша молодежь все в движении находится. Все-таки наша молодежь сейчас больше занимается физической культурой, здоровый образ жизни. Действительно, это вот эта ЗОЖ у нас идет впереди на сегодняшний день. Тренде, это модно. Это красиво, понимаете, это действительно красиво. Постоянно ребята в движении. Даже пешеходу, наверное, сейчас тяжелее. Согласна. Вот тяжелее, действительно идешь и бегает, думаешь... Вот, кто-то едет на велосипеде, да, и да. это здорово. И дети постоянно в движении находятся. Вот. Да, это вот, это радует, конечно. И то, что вчера было открытие, это, знаете, вот тоже на тебя ложится вот такой груз, потому что прошли вот эти Олимпийские игры, и здесь после этого первое соревнование, после Олимпийских игр, это международные. И это проходит у нас в Уфе, в республике. Есть чем гордиться. Есть чем гордиться. Это молодежь, это вот эту молодежь мы увидим в 2024 году в Париже, потому что эта молодежь подрастает, и первый старт, который они уже международные, именно здесь, в частичке нашей республики, вот они увезут. И вот, знаете, вот я уже с многими разговаривала, я уже многих видела. И они вот в такой вот, знаете, ой, вот мы даже не знали, где Уфа находится, да? А сейчас вот это как раз мы свою республику представляем во всем мире, и нас будут знать.
Да, это же здорово. Самое главное. Надеюсь, всё-таки. что и наших спортсменов башкирских, которые участвуют в Паралимпиаде, тоже будет знать весь мир как победителей этой Паралимпиады. И вам, Паралимпийскому комитету, в целом мы этого желаем. И нашим ребятам спасибо большое, что сегодня нас посетили. Как я уже сказала, сегодня в студии была Рима Акбердиновна Баталова, вице-президент Паралимпийского комитета России. Ну что я могу сказать? Вперед и только вперед в движение. Ребята, мы за вас болеем. Мы знаем, что вы приедете с медалями. Соберите все медали, привезите к нам в республику. Алга, Башкортостан. Ну, хорошего вам дня, пожелаем мы. Программа «Салям» на этом завершается, но завтра, естественно, как обычно, в 7 часов снова на телеканале БСТ.